Жители селения Бурон получили новые квартиры. 23 семьи смогли переехать из аварийного жилья в новостройке. В торжественной обстановке ключи новоселам вручил глава Лагерского района Руслан Хадарцев. В этом году под расселение попали 40 семей района. По государственной программе всех жителей аварийных домов республики переселят до 1 сентября 2017 года. До конца этого года в эксплуатацию будут сданы 3 дома в Ордоне, Моздоке и Владикавказе. Маленьких вынужденных переселенцев из Украины с наступающим Новым годом поздравили представители администрации Владикавказа. В санаторий Осетия с подарками приехали Дед Мороз и Снегурочка. Здесь находится 55 беженцев, из них 12 детей школьного и дошкольного возраста. Каждый получил сюрприз в честь наступающего праздника. От администрации приехали поздравить деток с наступающими праздниками, вручить им подарки. Большое спасибо за то, что оказали внимание, содействие в получении подарков детей к Новому году. У деток вот в садике будет в четверг утренники у большинства, и в воскресенье нас пригласили на утренник в Дворец пионеров. Тоже обязательно детки пойдут и поучаствуют в спектакле, в представлениях. Журналисты региональных СМИ задали свои вопросы председателю Северокавказского банка Сбербанк России. Беседа с Александром Золотаревым прошла в формате пресс-конференции. Основной темой стало повышение процентных ставок по вкладам для частных лиц. По словам специалистов, масштаб повышения составил до 3,25% годовых. Отметим, Сбербанк повышает ставки по вкладам уже 5-й раз за последние 3 месяца. Нынешний скачок самый крупный. В конце беседы Александр Золотарев попросил граждан не верить преждевременным слухам и сохранять спокойствие. Деньги подорожали, и мы приняли решение поднять на 2% по данным видам продуктов наши процентные ставки. Отразится ли это на оттоке наших клиентов, я очень сильно сомневаюсь. Сомневаюсь, потому что 2% относительно ставки рефинансирования, да, поднятия, ну, это 30%. И я не думаю, что в ближайшей перспективе деньги будут дешевле. В Союзе художников открылась персональная выставка Залины Джуоевой. Здесь представлены работы, отражающие глубокую философию жизни автора. Картины написаны в необычной манере. Ее работы наполнены чувствами и интеллектуальным мышлением. Чуть больше года назад Залины не стало. В память о ней эту экспозицию подготовили друзья художницы. Добавим, при жизни собственную выставку работ Залине Джуоевой организовать так и не удалось. Не каждый художник, особенно в провинции, может чувствовать на таком расстоянии, что происходит в мировом искусстве, какие тенденции, какие перспективы. Вот. Даже в рамках Российской Федерации не все художники это понимают. В этом плане Залина, она была образована, начитана. Естественно, она чувствовала это, понимала, смотрела, изучала, она этим жила. Вот. И это мы видим в ее работах, прогрессивные ходы. В Национальной библиотеке прошел творческий вечер поэта-современника Владислава Уртаева. Уртаев – автор 4 сборников, последний из которых в скором времени выйдет в свет. Творчество поэта популярно как среди молодого, так и среди старшего поколения. На стихи Владислава Уртаева неоднократно писали песни, некоторые из них включены в курс школьного образования. Произведения поэта публиковались на страницах республиканских газет и журналов. Меня больше всего музыка вдохновляет. Сам процесс творческий уже в процессе слушания находится, какие-то сферы определенные, человек попадает и начинается уже совсем по-другому дыхание. Само поэтическое дыхание, оно соразмерно с музыкальным дыханием, одно и то же, по сути. Спасибо всем, спасибо Ирине Гужебековой, спасибо за критику отзывы. Мне очень приятно всех видеть, всех слышать.